Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! 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 И наш первый сюжет посвящен конкурсу «Мисс Евразия Саха». Это 4-й ежегодный конкурс отборочный, В котором приняла участие наша соведущая Марина Никонова. Ты же выступала до этого достаточно регулярно, а сейчас у тебя такой небольшой перерыв произошел в твоей карьере модели. Было ли сложновато войти в колею? В колею войти несложно. По крайней мере, по подиуму ходить — это не мешки таскать. Это тоже верно, как бы. Это достаточно просто. Единственное, что, я думаю, сложно дается во всех конкурсах, это групповой общий танец, чтобы было все синхронно. Все старались, все выкладывались, кто зря, кто не очень зря. В общем, вот так. А чем вот мисс Евразия отличается от остальных конкурсов? Мисс Евразия Саха – это отборочный тур. В республике убирается одна девочка, которая поедет в Турцию на Мисс Евразия Интернешнл. Абиби, я нурдае. Там встречается порядка 30-40 девушек с разных стран. Там Франция, Италия, Испания, там Италия, Казахстан, Германия, Россия. Казахстан, да. Повезло тем, кто побывал там на этом конкурсе, кто поучаствовал, кто был судьями, зрителями. Ну а те, кто не смог попасть, может посмотреть, как же прошел этот замечательный конкурс в нашем материале. У нас там все задокументировано. А свои отзывы и комментарии оставляйте на нашем сайте. Мы все прочитаем и сделаем выводы. Просто какой-то Берия сидит. Что ты делаешь? Что произошло вообще? Truly something special. Just what my dreams are. Let's stay together. There's no one like you around. Oh, baby. Заряд такой большой энергии. Очень давно не участвовала в конкурсах. Девочки, очень классно. Очень много позитивных, добрых эмоций. Мне кажется, что это сон. Мне не верится, что я стала победительницей Мисс Евразия Саха 2016. С участницами было работать абсолютно несложно. Все девочки очень добрые, такая царила там гармония. Конкурс талантов, он должен быть всегда. На международном конкурсе это играет большую роль. Я решила сделать подобную программу, чтобы девушка, которая уже поедет представлять нашу республику, она уже была подготовлена. Все выходы участниц на всех конкурсах красоты, я считаю, стандартно. Это визитка, это выход в нижнем белье, кстати, которого у нас не было. С нижним бельем, да, у нас возникли проблемы. Оно настолько эксклюзивно, что такие кружевка. И девочки, конечно, отказались. Я пошла навстречу девочкам, хотя так не надо было на самом деле делать. Потому что там на конкурсе, если тебе сказали нижнее белье, значит нижнее. Сказали топлес, значит топлес. Все больше сейчас любят не просто пустышек, а любят развитых девушек, знание языка, умение там играть на фортепиано или рукоделие, умение грамотно говорить и подать себя. Конечно, все ценят. А я хотела про корону рассказать. В этом году у нас новая корона, 10 хризолитов. Просто я хотела бы развеять слухи о том, что мы лишены были короны. Сейчас я начала заниматься этим проектом, он у меня идет с нуля. С новой короной, с новыми спонсорами, с новыми идеями, с новой номинацией «Мисс Квин». Очень грустно, что этот конкурс закончился, потому что буду по всем очень сильно скучать. Я не могу в это поверить до сих пор. Очень неожиданно для меня. Я считаю, что Евгения очень достойная. У нее прекрасные внешние данные. Я прям, если честно, не уверена, что что-нибудь мы привезем.
Ну, в общем, Марин, какие у тебя планы в дальнейшем на участие в различных конкурсах? Какие планы, ребята? Сидеть вот на этом пуфике и работать. Вот какие у меня планы. Дорогие друзья, наш следующий сюжет специально для вас подготовила наш янкор Анастасия Лещенко. Она походила по улицам нашего замечательного города и провела достаточно интересный опрос. Российское кино. Актеры, режиссеры, а также фильмы. Все, что вам интересно, все, что вы запоминаете, любите и смотрите. Вот это поворот! 10 лет назад у нас все гораздо хуже было, и можно было не смотреть. Российский фильм — все. Давайте не будем. А сейчас нет-нет, да появляются замечательные фильмы. Не только авторские, не только такие высоколобые какие-то артхаусные фильмы, но и появляется хорошее жанровое кино. Что происходит? Что происходит сегодня? Я думаю, любителей отечественных фильмов очень много, и самые запоминающиеся фильмы, да, в нашей памяти, это действительно фильмы Советского Союза. «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», там «Ирония судьбы с легким паром». Вот у меня, да, российские отечественные фильмы именно с ними ассоциируются. Потому что ты тоже старая. Ты издеваешься над тем, что мы старые, но на самом деле ты тоже старая. Смирись с этим. В определенный период времени, да, вышло очень много комедий российских, которые не воспользовались успехом и как таковые их перестали снимать. И прости, что я тебя перебью, они воспользовались успехом, это самое обидное, они практически все окупились. Все вот эти фильмы «Карлсончик», «О чем молчат девушки», «О чем молчат мужчины», «Горько-1», «Горько-2», все эти фильмы, они в основном окупились, это очень плачевно, а нормальные какие-то хорошие фильмы, они наоборот зрителям не воспринимаются, и это самое обидное. Очень много людей действительно говорят, что вот у нас очень плохие российские фильмы, что у нас снимают тупые, несмешные комедии. Но на самом деле у меня всегда, слава небесам, слава Юрию Гагарину, у меня есть хороший контраргумент всегда. Это фильмы «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики», «О чем говорят мужчины 2» и «День выборов 2». Самый любимый и уважаемый мной актер – это Марина Александр Курицын, Невский. Люблю и обожаю. Абсолютно. 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 Вот так вот. 2016 год в нашей стране объявлен годом российского кино. А какие же отечественные фильмы смотрит наша молодежь, мы сейчас узнаем. Я смотрел «Брестскую крепость». «Ночной дозор». «Легенда 17». Контрибуция. Адмирал. Бриллиантовая рука. Не помню. «Кухня». «Искрит 3». «Раджа» — это ужас такой. ЛЛР пусть будет. «Хардкор». Топтал. А «Зори здесь тихие». А как вообще думаете, российское кино развивается? Ну, так, да. А вот почему, я не знаю. Не вникал. Ну, допустим, если брать ту же «Легенду 17», очень красивый фильм, очень хороший, с хорошим сюжетом, снят отлично. Будем надеяться, что в том же духе продолжит. Российское кино, конечно, развивается, но в какую сторону, вот я не могу сказать. Комедии лучше русскими снимать. По сравнению с советскими фильмами, как-то не особо, честно говоря. Вполне развитие идет полным ходом. Они могут снимать фильмы про криминал, про военные, да? Боевики, не скажу, у них не получается. Есть плохие фильмы, их очень много, но и хороших их тоже много. А вот якутские фильмы я не смотрю. По большей части идут на якутском языке, а я по-якутски не понимаю. Я обожаю якутский кинематограф. Вот «Историк Ольга», например, вот, очень забавный фильм. Как показал опрос, наша молодежь интересуется отечественным кино. Кстати говоря, недавно вышел новый фильм «Хардкор», снятый российским режиссером. Не пропустите новинку в кино. Итак, дорогие друзья, наш третий сюжет посвящен фестивалю «Арт-Квадрат», а именно направлению кино. Это ежегодный фестиваль, который мы посещаем, который мы снимаем и про который мы рассказываем. Мы пообщались с артистом, который приехал к нам в наш замечательный город, чтобы провести небольшой семинар на тему работы актера в современном кино. У нас на этом семинаре были начинающие актеры, которые просили совета и получали его. Были такие небольшие интересные задания. Ты сидишь в кафе, и тебе срочно нужно домой. И ты сидишь со своим другом, и, допустим, твоему другу, наоборот, нужно, чтобы ты остался. Дается какая-то мотивация, и человек должен, согласно этой мотивации, действовать и импровизировать. Это очень сложно. Я думаю, что вообще актерский талант есть не у каждого человека, хотя со стороны кажется, что это легко, ну что такого там сыграть. На самом деле это очень сложно. Ну, это не очень сложно. Очень. Вот это сейчас была театральная версия, да, выступления? Очень сложно. А я очень больно ударил себя по лицу.
Давайте посмотрим, что же было на этом замечательном фестивале и что же нам сказал наш гость. Ну а также оценим работы молодых авторов, поболеем за них. Смотрим. Есть очень достойные работы, заслуживают аплодисментов стоя. Я думал увидеть больше позитива, что-то такое. Вот эта вот тема смерти, наркотиков везде затрагивается почему-то. Позитива не хватает на самом деле, потому что серости и унылости у нас вот так хватает. Режиссеры такие, как Владимир Иванович Котененко, Андрей Звягинцев, они находят такие ниточки, такие краски, такие возможности вытаскивать из тебя. Они тебя могут довести до состояния, что ты сейчас заплачешь за 5 минут. А есть режиссеры, которые не трудятся над этим. То есть по тексту у нас, значит, ты плачешь, и актеру приходится самому настраиваться, придумывать себе задачу, что у него там трагедия. А это видно в кадре, что актер пытается заплакать. Я считаю, что у нас в кино очень огромная, большая проблема – это коррупция. Найти режиссера подешевле, актеров бы урезать гонорар, это подешевле, это сэкономить, здесь на спецэффекты сэкономить. Вот, и от этого качество страдает. Конечно бы хорошо, если бы был какой-то человек, который занимался бы продвижением короткометражных фильмов, чтобы они не просто на YouTube выкладывали, а продвигались там на кинофестивалях. Такие работы нужно отправлять, чтобы они обязательно были увидены и услышаны. Успехов молодым талантам. Молодцы, я восхищен. Спасибо. Спасибо. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте Проб ТВ, на наш аккаунт в Инстаграме. Пишите свои комментарии, лайки, отзывы. Мы все обязательно посмотрим и оценим. Не пропускайте наши выпуски. Всем пока. Всем пока. Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.